Добрый день, уважаемые жюри. Я Нестудов Александр, ученик 11 класса Якутской кадетской школы. Тема моего доклада – неологизмы в названиях профессий. Как говорил Крангаус, в новых словах присутствует какая-то трудноуловимая аура, привлекательность, актуальность и новизны. Цель – изучение происхождения, значения и механизмов образования слов, обозначающих названия современных профессий. Задача – изучить историю появления новых названий профессий в русском языке. Выделить основные тематические группы новых наименований лиц в современном рынке труда. Составить словарь современных профессий по сферам деятельности. Выявить способы образования новых наименований лиц по профессии. Актуальность. Настоящее государство обусловлено постоянным развитием лексики современного русского языка с появлением новых слов. Объектом исследования послужили названия современных профессий, взятые из толковых словарей русского языка, иностранных слов, текстов СМИ и интернета. Всего было проанализировано около 150 лексических единиц. Гипотеза. Новые наименования лиц по профессии, зафиксированные в языке в начале 21 века, являются важным характерным средством, отражающим значительные изменения, происходящие в самом языке и в жизни общества в целом. Научная новизна. Исследование заключается в том, что исследовался не привлекающий ранее языковой материал в печатных интернет-объявлениях о вакансиях. Теоретической основой исследования послужили работы Крангауза, Костомарова, Крысина, Леденева, Николина и других. Практическая значимость. Работа состоит в том, что ориентировался в мире профессий мы систематизировали названия современных профессий по направлениям деятельности, компьютерных технологий, сферам торговых отношений, финансовых отношений и других. Именно в этих направлениях появилось множество новых названий. Составив классификацию слов, обозначающих название профессий по сферам деятельности, мы создали картотеку новых наименований современных профессий в электронном варианте e-book Writer. Чтобы ориентироваться в мире профессий, мы синтезировали названия профессий по направлению деятельности, сфера компьютерных технологий, IT-технологии, заправщик картриджей, контент-инженер. Определение профессий. Характеристик. Сфера торговых отношений, экономика, коммерческая деятельность, торговля. Название новых профессий: антикризисный управляющий, директор по продажам, дилер торговый. Характеристика профессий. На основании изученных текстов, рекламных объявлений и периодической печатной рекламы интернет-анализ был собран словарь современных профессий. Тут около 60 характеристик профессий. Методы исследования: анализ, сравнение, синтез, обобщение и квалификация, сопоставление. Направление профессий: финансовая и банковская деятельность, коммерческая деятельность, торговля, организация, производство и контроль за деятельностью фирм, компаний, предприятий, IT-технологии, техника, интернет, рекламный бизнес, пиар, организация и представление разнообразных услуг населению. Прямые заимствования из языка донора. Способ образования новых профессий. Наше исследование показало, что новые наименования профессий используются в объявлениях СМИ, служат средством привлечения внимания читателей, формируется интерес к вакансиям, которые маскируются под новой словесной оболочкой менее квалифицированной и малопрестижной в прошлом профессии. Мы провели опрос учащихся 9 по 11 класс нашей кадетской школы. Оказалось, что около 70% наших старшеклассников определились в будущей профессии, 25 не определились. Из перечисленных современных профессий наши респонденты знакомы с такими словами, как менеджер, логистик, маркетолог. Самой популярной профессией считают профессию менеджер. 45 всех опрошенных считают, что словарь современных профессий поможет в выборе будущей профессии. 55 ответили отрицательно. Оказалось, что из списка современных профессий из 10 слов старшеклассники знакомы только с 30% названий. Затруднение вызовет такие названия, как джобер, коучер, промоутер. Заключение. Изучив историю появления названий современных профессий и выделяя основные тематические группы новых наименований профессий по современному рынку труда, мы пришли к следующему выводу.
Работу наблюдателя учащихся школ при выборе будущей профессии, материал, собранный в ходе исследования, может найти применение для создания словарей и текстов современной печатной рекламы. Спасибо за внимание.